добросердечности, да, что мы кому-то помогаем, какие-то люди от нас получают помощь, и мы защищаем. Но с другой стороны, это для меня каждый год такой грустный, да, потому что мы видим, не так просто это словесно говорим, что есть жертвы пыток. И многие журналисты СМИ, может быть, через нас, через уст адвокатов, через уст правозащитных организаций, национального сектора узнают, что есть где-то жертвы пыток. Но я уверяю вас, когда мы говорим о жертвах пыток, это живые люди. Это те люди, которые постоянно с нами, где-то рядом с нами. Это судьба живых людей. И зачастую бывает, что вот эта пытка ломает жизнь, судьбу, меняет жизнь не только жертв пыток, и даже их членов семьи. В Кыргызстане и по Центральной Азии есть коалиция против пыток Центральной Азии, есть коалиция против пыток Кыргызстана. И вот это из 3 стран, из Таджикистана, из Казахстана, такие же члены коалиции, мы создали коалицию против пыток по Центральной Азии. Часто мы встречаемся, вырабатываем стратегии, как работать, как бороться с таким явлением, с таким злом, как пытки, да? Как работаете совместно с госорганами, как убедить государство, чтобы отказаться, чтобы у государства была нулевая терпимость в отношении пыток. В Кыргызстане у нас коалиция против пыток уже 5 лет, и имеет 18 членских организаций, это достаточно сильные, достаточно опытные организации, как «Справедливость», как «Голос свободы», «Союз единения», и адвокат-центр вообще, Клым Шамы там же. И ежегодно к нам обращаются через национальный центр, через адвокатов, сотни граждан, которые заявляют о применении пыток. Если раньше мы обращали внимание и часто выявляли физические пытки, да, вот следы побоев, это перелом ребер, там еще вот такие, да, последние годы физические пытки достаточно уменьшились. Это, может быть, действительно меньше стали пытать. Может быть, это от того, что когда есть следы побоев, легче привлекать к ответственности виновников. В данное время очень много применяется пытки вот через надевание салофановой мешки, через применение электрошокеров. Там разные, я дальше не буду перечислять, чтобы кто меня услышит, чтобы не научились, да, кто не знает, я не буду вот эти виды, да, но я вас уверяю, очень много видов, и это плохо тем, что очень трудно доказывать, следов нету, и я хочу здесь сказать, госпожа Бартабасова, потом она сама расскажет, но у нас была очень хорошая политическая воля со стороны Министерства здравоохранения, который принял постановление именно обязательно заполнять таможенные протоколы. Об этом Лена сама расскажет. Это тоже очень один из хороших способов, чтобы своевременно выявлять факты применения пыток. Вкратце хочу сказать, здесь 3 жертв пыток или родственники жертв пыток, да. Чингис – это родной брат человека, который в результате пыток скончался. Скончался несколько лет тому назад. Правозащитная организация «Справедливость» очень долгое время сопровождала этот кейс. Внутри Кыргызстана все механизмы были исчерпаны, потом они обращались индивидуально, подали индивидуальные жалобы в Комитет ООН против пыток, в Комитет ООН по правам человека, и Комитет ООН вынес свое решение в пользу пострадавшего. Кыргызстан после этого все-таки признал, и Первомайский районный суд рассмотрел вопрос компенсации. Суд вынес решение, об этом, наверное, юрист «Справедливый» Сардар и сам родной брат жертв пыток расскажет поподробнее. Вот здесь вы видите Кубана Молдалиева. Это Кубан Молдалиев, он солдат, будучи, когда он служил в армии, его избивали, его ударили в области близкие прикладом автомата.
Потом повторно он подвергался пытке, его в течение 4 часов избивали, чтобы он признался, якобы своровал 2000 сом денег у врача. Но так как по военным делам нет, это как бы статья пытка не применяется, там неуставные отношения, там превышение должностных полномочий. Вот живой человек, который на сегодня потерял зрение левого глаза. Рядом со мной Айгуль, ее кейс тоже очень интересен, очень трагичен. В его семью нападали в ночи, когда они спали, у нее 5 детей. Когда они спали, нападали некие люди. В результате избиения через 8 дней после госпитализации муж скончался. Она сама в тяжелом состоянии попала в больницу, около 20 дней пролежала в больнице. Сотрудники милиции вместо того искать, найти виновников, кто убил, начали ее обвинять, что она совместно с кем-то якобы организовала убийство. Ее привезли из Лелека в Ош, это МУДУ, межрегиональное управление. Она пережила страшные пытки с ребенком на руках. Ее заставили, чтобы она против своего соседа дал показания, чтобы якобы он убил. Этот сосед тоже подвергался страшным пыткам. Помните, в прошлом году я открыто заявляла о применении пытки в виде изнасилования дубинкой. Это везде было освещено. Это вот ихний кейс, вот этого парня, он на 12 лет моложе ее, он имеет семью, вот обвиняли сотрудники, якобы, чтобы они, будучи, имея какие-то отношения, они вместе убили ее же мужа, да? Это было очень легко для сотрудников, чтобы избежать, найти виновника в убийстве, обвинять ее же, посадить невиновного человека. Почему я говорю, в начале вот эта пытка иногда оставляет следы не только у жертв пыток, у семьи даже. Вот она вот после вот таких разговоров, после вот этих долгих разборок, просто мы все кыргызы, у нас есть свои традиции, свои менталитеты, она была вынуждена взять 5 детей, уехать из родного села Бишкек, просто вывести, да. И вот я хочу, чтобы сегодня уважаемые журналисты максимально могли освещать. У вас вот конкретные люди, которые живые люди, и я в заключение хочу сказать, чтобы с помощью СМИ, с помощью журналистов мы совместно можем бороться против пыток и остановить такое зло, как пытки. Спасибо всем за внимание.